Определить пол и возраст по одному единственному волосу, а еще найти человека по ДНК и даже по запаху. Все это уже давно стало возможным в фильмах про криминалистику. Вот сколько в этих фильмах правды, выясним сегодня в «Наукомании». Меня зовут Екатерина Берецкая. Здравствуйте. В ближайшие полчаса будем разбираться в науке, которая помогает раскрывать самые запутанные преступления. Итак, смотрите в программе. Сможет ли искусственный интеллект заменить эксперта? Для чего исследуют ДНК животных и что может сказать пыльца о растениях? Секреты отечественных реагентов и самые необычные экспертные исследования за рубежом. Научно-практический центр судебных экспертиз был создан задолго до появления самого Госкомитета. Правда, тогда, в августе 1929-го, это был Институт научно-судебной экспертизы, который после начала Великой Отечественной войны прекратил свою работу. Деятельность экспертов возродилась с созданием криминалистической лаборатории, на базе которой в конце 50-х годов вновь появился Институт проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. Под этим названием он существовал практически полвека, пока в 2008-м не был переименован в Центр судэкспертов и криминалистики. В то же время появился приказ о создании Института повышения квалификации и переподготовки судмедэкспертов. Впрочем, с основанием Госкомитета, когда огромное количество исследований начинают проводить уже там, оба учреждения будут, так сказать, ему переподчинены. Сегодня основные функции НПЦ – разработка современных методов и создание технических средств для проведения экспертиз, внедрение передовых технологий, подготовка специалистов и сотрудничество с другими странами. Говорят, чтобы удивиться, достаточно всего нескольких секунд. А вот чтобы создать удивительную вещь, требуются годы. Сегодня «Наукомания» в стенах научно-практического центра, которому в этом году исполнилось 90. Чем удивляют и еще будут удивлять ученые, главная задача которых – помочь экспертам найти то, что найти практически невозможно. Узнаем прямо сейчас. Игорь Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мороз Игорь Анатольевич, начальник научно-практического центра Государственного комитета судебных экспертиз страны. Окончил юридический факультет Белорусского государственного университета и защитил кандидатскую диссертацию. Является автором более 30 научных работ и одного свидетельства на техническую разработку. Руководил выполнением нескольких научно-исследовательских проектов в области судебной экспертизы, круг научных интересов, криминалистическая фотография, оружиеведение и теория судебной экспертизы. Игорь Анатольевич, вот я думаю, что у многих зрителей сейчас возник диссонанс, да, Государственному комитету судебных экспертиз чуть больше 6 лет, а научно-практическому центру, который помогает экспертам, уже 90. Расскажите, до появления комитета судебных экспертиз, чем вы занимались и как изменилась ваша работа с появлением комитета? С самого начала институт занимался разработками в области криминалистических судебно-медицинских экспертиз и дал специалистам очень много методик и технологий, которые реально помогали в следствии и в целом борьбе с преступностью. Вот это наследие мы несем на протяжении 90 лет без малого. Был период, когда наш институт не функционировал. Это был период Великой Отечественной войны по объективным причинам. А так, практически весь период мы занимались разработками и выполнением экспертиз высокотехнологичных, наукоемких. С образованием Госкомитета судебных экспертиз изменилась качественно наша работа, то есть профиль сохранился, безусловно. Но система судебной экспертизы реорганизовалась таким образом, что мы получили еще большую специализацию. Наша деятельность стала очень углубленной и очень узко профилированной. На сегодняшний день с появлением Госкомитета судебных экспертиз у нас появилась сфера, куда мы внедряем свои разработки. И практика показывает на сегодняшний день, что наши разработки внедряются в деятельность экспертных подразделений, и мы концентрируемся только на научных разработках, делаем следующий шаг. На нас нет такого груза и такого объема работы, который парализовал бы или затруднял бы научное исследование. От этого эффективность работы, конечно же, выросла. У нас появилось больше возможностей в плане реализации научного потенциала наших работников. И надо сказать, что вот недавно, 2 года назад, мы открыли подготовку научных кадров, у себя открыли аспирантуру, и в этом году мы рады всем сообщить, что открылись и
новые научные специальности. Да, можно защищаться уже, Можно да. защищаться, да, и исключительно по профилю судебной экспертизы в рамках биологических, технических и химических наук. А в принципе международное сотрудничество насколько развито? На какие страны ориентируетесь? И, может быть, равняются и на нас, в том числе другие страны сегодня? В последнее время нам есть что показать. Мы систематически изучаем и опыт экспертной работы наших коллег, и их научные достижения. Мы, конечно же, используем любую возможность пообщаться, перенять чей-то опыт. Это значительно экономит силы и средства, затраты снижает на проведение научных исследований. Нет необходимости изобретать велосипед, если есть уже соответствующее изобретение в другом государстве, то есть это нормальная практика. Ну и к нам относятся с уважением, и приглашение участвовать в международных проектах серьезных – это свидетельство тому, что нас оценивают как серьезных партнеров с высоким научным потенциалом. Игорь Анатольевич, давайте на несколько минут прервемся. В нашей программе прямо сейчас научный дайджест, а потом продолжим. Набросок сцены преступления. Одно из дел о самоубийстве тяжелобольного жителя Австрии, он повесился, расследовал Ганс Гросс. Еще до того, как тело сняли, судебный следователь достал альбом и быстро зарисовал увиденное в комнате. Немногим позже он заметил, что на рисунке под погибшим не было никаких предметов, а уже на допросе слуги сознаются, что вечером оставили больного старика, но вернувшись, обнаружили его без признаков жизни. Из-за страха, что их могут обвинить в убийстве, инсценировали суицид. Позже Гросс основал институт криминалистики в близлежащей юридической школе и стандартизировал технику фотографии и сохранения места преступления. Его коллега Альфонс Бертильон терпеть не мог исследования отпечатков пальцев, пока в исправительный дом Левинуэр-Т в начале прошлого века не попали две карточки с одинаковым именем – Уилл Уэст и их владельцы. Один из мужчин уверенно утверждал, что не должен быть под стражей, а все, что указано в обоих документах, не характерно для него. Но лишь по рисунку ладони отпечатки пальцев были в каждой карточке. Следователи смогли разобраться, где чья и к какому преступлению причастен каждый из них. Эта история немногим позже получит название «Дело братьев Уэст», а сканирование ладоней станет обязательной процедурой. Эксгумация вместе с почвой. Испанского ученого Матью Арфила, если верить интернет-источникам, недолюбливали прокуроры. Мужчина установил, что тело уже после погребения может поглощать мышьяк из земли, а потому был против экспертизы трупа после эксгумации. По мнению эксперта, подозреваемый мог быть осужден за смерть якобы жертвы, которая скончалась естественным путем. Правда, в 1830-е годы Матье занял позицию обвинения. Погибшего действительно отравили, но чтобы согласиться с этим, ученый провел целый ряд исследований о том, как тело получает мышьяк из земли. Впрочем, с тех пор при эксгумации также стали брать и образцы почвы. Это «Наукомания», и мы продолжаем. Что написано пером и, самое главное, когда, расскажут эксперты. Новейшие технологии исследования документов или атомно-силовая микроскопия. Повторить с точностью до 100%. Новая технология 3D-моделирования. От возраста до места проживания, о чем эксперту расскажет ваш индивидуальный код. Узнаете уже скоро. Игорь Анатольевич, а теперь давайте подробнее о разработках. Хочется узнать об искусственном интеллекте. Вот случится ли когда-нибудь в ближайшем будущем такое, что искусственный интеллект заменит эксперты, эксперты нам люди уже будут не нужны? Не изменится в ближайшем будущем подход к доказыванию. Доказывание в суде – это всегда разъяснение, аргументация. То, чего невозможно добиться от искусственного интеллекта. Конечно же, искусственному интеллекту отводится большое место в экспертной работе в части анализа изображений, в части поиска каких-то изображений либо фонограмм, каких-то объектов по заданным параметрам. Автоматизация процесса – вот это та вещь, которую можно отдать на откуп машине, искусственному интеллекту, но обязательно под контролем судебного эксперта. Игорь Анатольевич, мы не случайно встретились с вами в одной из лабораторий. Я вижу вот здесь объекты, да, это дерево. Знаю, что сложно проводятся экспертизы растений, в том числе и пыльца. Расскажите подробнее. Я так понимаю, что это совсем недавно стало возможным. Это направление относительно новое для нас и в целом для белорусской судебной экспертизы. Мы используем различные методы исследования объектов растительного
растительного происхождения, применяем методы дендрохронологического исследования, споропыльцевой анализ, биг-спектрометрию. В общем, растения начинают очень много давать информации, если правильно найти подход и применить современные технологии. Ну, скажем, дендрохронологический метод позволяет определять регион происхождения, произрастания дерева. Мы можем определить сезон заготовки древесины. Кроме того, дендрохронологический метод позволит определить состояние, если оно было аварийно опасное состояние дерева, если оно упало, не дай бог, причинило ущерб. Такие случаи бывают, и в этих случаях без эксперта разобраться сложно. Что касается споропыльцевого метода анализа, можно определить принадлежность какого-то объекта растительного происхождения одной партии. Ну, например, овощи или фрукты, чай, лекарственные травы. Это порой бывает важно, в особенности, если стоит вопрос, какова страна происхождения товара, например. Локализация места произрастания или места происхождения какого-то объекта, наличие контакта с определенным растением, что может быть важно, например, даже по квартирной краже. Если в квартире растет какое-то растение, оно тоже выделяет пыльцу, эта пыльца может попасть на одежду и тело злоумышленника, да, и может стать важным доказательством. С флорой разобрались, теперь давайте с фауной. Знаем, что экспертиза животных тоже проводится, опять-таки, для чего, и за последние несколько лет, может быть, что-то новое, можете рассказать о животных даже. Изначально планировалось такую экспертизу организовать для целей борьбы с браконьерством и расследования фактов незаконной добычи животных, и с этой задачей мы справляемся. Основная проблема, которая была ранее, связана с тем, что даже если мы имеем подозреваемого, если мы обнаружили при нем, скажем, мясо или следы крови, какие-то следы, которые потенциально или косвенно указывают на его причастность к совершению преступления, все же это не прямое доказательство. И только генетическим методом можно определить и сказать достоверно о том, что эта кровь происходит от животного, тушу которого обнаружили по факту браконьерства. Мы осваиваем новые виды животных, которые попадают в поле зрения правоохранительных органов в связи с браконьерством. И, думаю, со временем мы обеспечим стопроцентную доказательственную базу по всем фактам незаконной добычи животных. Игорь Анатольевич, ну это ж не единственная лаборатория. Мои коллеги заглянули в другие. Давайте посмотрим, там тоже очень интересно. Отличить оригинальное произведение искусства от хорошо замаскированной копии, выявить год и страну создания той или иной картины, определить материал, на котором она выполнена, ее стиль и даже установить автора. С этими задачами справляются эксперты-культурологи. И хотя чаще всего подобные исследования проводятся по постановлению суда или следствия, за помощью к специалистам этого профиля может обратиться каждый. Вот совсем недавно к нам поступила заявка на изучение произведения 17 столетия. Она поступила от музея «Замковый комплекс «Мир». Мирский замок планирует пополнять свою коллекцию шпалерами. Шпалеры – это такие большие безворсовые ковры. Рассматривают возможность покупки шпалеры и попросили у нас экспертизу для того, чтобы принять окончательное решение. Несмотря на то, что ответить на поставленные вопросы можно лишь после целого комплекса исследований, прежде всего, говорят здесь, эксперт на произведение смотрит. После визуального осмотра при необходимости могут делаться какие-то технико-технологические исследования. Обычно мы еще делаем источниковедческий анализ, в той или иной степени рассматривая историю этого произведения, либо произведений подобного круга. И, конечно же, во время экспертизы привлекается огромное количество всевозможных источников. Необходимы весьма серьезные знания в области изобразительного искусства, истории искусства, изобразительно-декоративно-прикладного. Иногда мы задействуем комплекс исследований материаловедческих, то есть прежде всего мы смотрим, из чего изготовлен памятник. Для Госкомитета судебных экспертиз искусствоведческий анализ – явление новое, но уже, говорят здесь, достаточно популярное, и на то есть свои причины. В нашей стране историко-искусствоведческая атрибуция, художественная атрибуция – это явление, которое, в общем-то, есть, оно имеет свою традицию, свою историю. Но вот здесь, вероятно, она получит такое новое развитие, по крайней мере, новый большой импульс она уже получила.
Это «Наукомания», мы продолжаем. Вот вы говорите много-много разных методов, исследований, экспертиз, а реагенты, ну это же вот основное, наверное, что нужно, да? Мы по-прежнему закупаем или мы в принципе никогда не закупали, это все наше, или разрабатываем здесь же? Мы участвуем в совместном проекте. Это научно-техническая программа, основной задачей которой является внедрение в производство отечественных реагентов по исследованию ДНК животных. Это востребовано, это жизненная необходимость. Вот в ближайшее время экспертное подразделение Госкомитета судебных экспертиз поступят опытные партии наборов реагентов. Специалисты уже попробовали, реагенты работают очень хорошо. Атомная силовая микроскопия. Это, я так понимаю, когда речь идет об исследованиях того, что написано пером, не вырубишь топором. Я правильно понимаю, да? Есть такое образное Вот, то выражение. есть нужна ваша помощь тогда, когда в каких-то договорах появляются вдруг приписки, человек говорит, этого не было до этого, потом было. Вот расскажите, это тоже, наверное, относительно недавно, да, вы этим начали заниматься? Это экспертная задача. Определение факта внесения изменений в документы является традиционной на протяжении многих лет. Но методы, которые применялись, конечно же, нуждаются в совершенствовании. Появилась более эффективная техника, она относится к разряду научно-исследовательских приборов, но потенциал применения в экспертизах документов очень высок. Поэтому мы сейчас проводим такие пилотные экспериментальные исследования по применению атомно-силовой микроскопии при исследовании документов в целях выявления признаков подделки. Есть там отдельные сложности, которые нуждаются в исследовании со стороны ученых. И к этой работе привлекаются специалисты, ученые из Академии наук. Все пройдет успешно, удачно, и наши эксперты получат еще один, более эффективный метод. Я знаю, что вот в стенах вашего научно-практического центра разработан уникальный проект 3D-моделирования. Мои коллеги расскажут подробнее. В медицине, строительстве или архитектуре 3D-моделирование используется уже давно, а вот в криминалистике технология только начинает развиваться. До этого основным средством фиксирования места происшествия были фото- и видеосъемка. Сегодня же получить объемную картинку или, как говорят здесь, дать больше визуализации, а следовательно и информации – ключевая задача 3D-технологий. 3D-технологии позволяют, скажем так, получать и сохранить для будущего такие объекты, которые подвержены разрушению. Например, следы и повреждения на теле человека. Их же невозможно человека хранить год-два в каком-то медицинском учреждении, чтобы потом с ним работать. А если отсканировать, то, естественно, эта информация, она может быть доступна и через год, и через два. От объекта, который необходимо сканировать, а точнее от его размера, и зависит техника, с которой будут работать эксперты. Вот перед нами это 3D-сканер, который, скажем, предназначен для сканирования небольших объектов, небольших деталей. Если говорить, вот сейчас применяются технологии лазерного сканирования места происшествия, там уже используются другие сканеры, которые позволяют, скажем так, отсканировать объекты более крупные. Ну, скажем, такие как несколько автомобилей, скажем, весь участок места происшествия. Это уже другая система сканеров. В качестве примера можно представить полученный при помощи сканера отпечаток протектора шины автомобиля. Полученный отпечаток на песке мы инвертируем и получаем картинку обратную следу. Каких-либо, скажем так, особых условий для проведения съемки не требуется, и даже при достаточно низкой температуре, около минус 20 градусов, при выполнении определенных требований эксперимент состоится. Игорь Анатольевич, но не только в раскрытии преступлений, да,
участвуют эксперты, помогают активно, но вы еще работаете и над безопасностью самих экспертов. Вот расскажите о сотрудничестве с Институтом порошковой металлургии, я правильно говорю, да? Да. Специалистам Института порошковой металлургии удалось решить достаточно сложную техническую задачу. Они разработали для Госкомитета судебных экспертиз мобильную техническую лабораторию с взрывозащитной камерой. Теперь, кроме надежных выводов, экспертиза будет обеспечивать и безопасность самого эксперта, и окружающих. Для экспертов-баллистов вас тоже, наверное, будете удивлять, продолжать удивлять. Чего им ожидать, потому что, наверное, тоже одно из приоритетных направлений. Что касается судебно-баллистической экспертизы и баллистических учетов, очень сложная и интересная с научной точки зрения задача – это заменить реальные объекты цифровыми моделями и обеспечить автоматизацию учета, поиска объектов судебной баллистики. Вот над этим мы совместно с научно-производственным объединением Академии наук «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» работаем в рамках проекта разработки автоматизированной системы информационно-поисковой баллистической. Эта система, как видится, будет на уровне ведущих мировых аналогов и, возможно, даже нам в чем-то удастся превзойти известные нам модели ведущих производителей такой техники и такого программного обеспечения. В любом случае повысится уровень решения задач в рамках судебно-баллистической экспертизы и в рамках работы с баллистическими учетами. Это сделает жизнь в нашем государстве более безопасной. Теперь, я уверен, будет налицо. Я уверена, что у вас все получится. Спасибо вам огромное. Желаю удачи, успехов во всех начинаниях. А у нас есть еще один сюжет. Давайте посмотрим о первых результатах глобальной программы союзного государства ДНК-идентификация. Изъятый на месте преступления биологический материал злоумышленника, иными словами его ДНК, прежде мог рассказать эксперту о некоторых внешних признаках носителя, например, пол, цвет его глаз или волос. В ближайшие годы, делятся в научно-практическом центре, появится возможность установить возраст хозяина, его национальность и даже место жительства. Если совершается преступление, то следственные органы изымают какие-то биологические следы на месте преступления. Подозреваемого нету, либо есть какой-то круг подозреваемых потенциально. У этих потенциальных подозреваемых изымаются биологические образцы и проводятся сравнительные исследования. Либо есть еще такой второй способ, это когда подозреваемых нету, генетический профиль помещается в специальную базу, в которой хранятся профили лиц, ранее совершавших преступление, и эта база может найти таким образом человека, причастного к этому преступлению. Но предположим, что проблем с законом у преступника прежде не было, равно как и подозреваемых в данный момент у следствия. Тогда следователь попадает в очень тяжелую ситуацию. Да? Ему нужно проводить активные разыскные мероприятия, которые достаточно занимают много времени. Новые технологии позволят решить проблему таким образом, что вот этот вот биологический след, профиль которого будет установлен, можно будет привязать к определенному региону происхождения этого образца, либо к этнической принадлежности этого человека, носителя этого биологического образца. Таким образом, у следствия появляется возможность проводить мероприятия по поиску злоумышленников в конкретном месте. Но если различить представителей негроидной расы, например, от европеоидной, возможно, то выделить белорусов среди славян кажется практически нереально. Специально для этого сегодня эксперты создают целую коллекцию так называемых маркеров, проще говоря, признаков. Сначала изучается этнический состав населения и численность населения в каждом определенном регионе, и численность каждого этноса в этом регионе. В эти регионы направляются экспедиции, предварительно обязательно информируют граждан о цели мероприятия. Когда информированное согласие получается, отбираются образцы биологического материала. После чего так называемый донор или анкетируемый указывает место и дату рождения, некоторую информацию о родственниках минимум в 3 поколениях и цвет кожи, глаз и волос. Но, рассказывают здесь, из-за большой миграции генетические характеристики
характеристики жителей больших городов не сохраняются, в связи с чем в программе союзного государства особое внимание уделяется мегаполисам. Важно охарактеризовать население города Минск с этнической точки зрения, а также с генетической точки зрения. В рамках этого мероприятия были изучены демографические характеристики населения, выявлены районы компактного проживания определенных этнических групп. Эти работы были выполнены при участии наших коллег из Академии наук, которые помогли нам собрать демографическую статистику по городу Минску и провести расчеты генетико-демографических параметров населения. Ну и в данный момент сформированы тест-системы для определения генетических характеристик населения. И мы начинаем собирать генетические данные. Это, рассказывают в научно-практическом центре, поможет в будущем даже спрогнозировать подготовку медиков определенной квалификации для конкретной территории, в частности для Минска. При изменении генетических характеристик населения какой-то определенной территории, например, изменяется, скажем так, предрасположенность этой группы к определенному заболеванию. Тем временем коллеги из России уже разработали методику для прогноза изменений генофонда мегаполиса. Ее же в перспективе тоже можно будет применить и к жителям Минска. А делается все это для того, чтобы можно было сформировать криминалистические базы данных с учетом вот этой вот миграционной динамики численности населения мегаполисов. Сейчас программа союзного государства ДНК-идентификация находится практически на середине своего пути. Стартовала она в 2017 году и продлится до 2021. Это была «Наукомания». Сегодня выясняли, как наука помогает распутывать самые сложные преступления и находить правду даже там, где ее тщательно пытались скрыть. Увидимся ровно через неделю на телеканалах «Беларусь-3» и «Спутниковом», «Беларусь-24».